Salam, hər vaxtınız xeyir əziz dostlar. 4 may 2026-cı il dostlarımızdan birinə, yəni həm də əzizimiz Gülnar xanıma söz vermişdim. Kiyev şabalıtlarının yanından onun üçün süjet edeyim. Həm də burada bizim bir əziz qonağımız var, mənim dostumdur. 2010-cu ildə Belarusiyada prezidentliyə namizəd professor Romanchuk. Ну так, все правильно. O, vitay. Bu da dostumuz getdi. Diplomatik Akademiyanın müdürü. Deməli, direktor. Deməli, yaxınlaşıram, amma söz vermişdim də, yəni Kaşdanların yanından. Bu şəhərin ən böyük, deməli, şabalıtlarından biridir. Diplomatik Akademiya, Enerjograd restoranının arasında. Друже Ярославе, я же почав с Каштанів. Добрий день. Вітаю, доброго Да. дня. Расскажи, будь ласка, можешь российскую, потому что там народ у нас русскоговорящий, азербайджанское телевидение, Voice of You, Азербайджан, Украина мовная. Можешь украинскую, можешь азербайджанскую. Не азербайджанскую. Российскую. Российскую, да. Можно российскую? Профессор Романчук Ярослав. Доброго дня, дорогі друзі. Очень приємно, дуже приємно. На різних мовах, може і по польську, і по білоруську різне було. На English. Основне English, French, no problem. Я президент Международного института свободы. Это украинский мозговой центр, который работает в Украине. Организация основана украинским бизнесом, интеллектуалами для того, чтобы продвигать идеи свободы, бороться за свободу и на свободе, на фундаменте строить свободу, демократическую, независимую, сильную Украину и, конечно же, делиться этими знаниями со всем миром. Одновременно в этом году меня избрали председателем Ассоциации либертарианских партий мира. То есть мы создаем сеть организаций классического либерализма «Движение за свободой», которая будет бороться с марксистами, большевиками, всеми теми людьми, которые имеют вместо свободы чиновника, бюрократов в голове, и которые до сих пор не осознали, что марксизм, ленинизм, империализм, нацизм – это наше общее зло. Поэтому вместе объединяем усилия и движемся к победе Украине, а когда Украина победит, 100% эта свобода будет в Европе и без нацистской, фашистской Российской империи. Дякую, друже. И что там делается на исторической родине? Дело в тому, азиз достар, bir şey diyeyim. Держи, я розкажу про тебе краще. Ти сором'язливий? Бачиш мене? Да. Значит, dostumuz Yaroslav Romanchuk etnik Polak'tı. Belarus'ta doğup büyüdü. Tabii Katolik'ti. Ve İngiliz dili onun ne derler? Polak dili, Ukrayna dili, Rus dili, Belarus dili. Hamısı var. Biz bir yerde işleyirik inşallah bu tranzit demokratiya. Я правильно расповедаю? Транзит демократии. Демократия централизованно-плановой экономики Крыма. О, в том числе. Демократия одно, экономика другое. Да, не, ясно, что экономика другая. Экономика это наука. Да. Демократия это желание, это как бы людей. Вот в этом смысле Pan Yaroslav bizim kanalımızın daim aparıcılarından biri olacak. Kanalın xüsusi programı olacak. Как назовем вашу программу? Я скажу, что вы будете... Ой, я еще придумаю, надо какое-нибудь хорошее название придумать, чтобы оно было говорящим. Да, говорящим. Все, дякую. Дякую. Дай Дякую. məni, будь ласка, да. Dostlar, teşekkür ederim sizə. Dostlarımız. Дякую, до побачення. Будем разом спілкуватися, будем вместе бороться. Слово, как говорят, это очень важное оружие, поэтому не будем... Информация, слово, смыслы. Сегодня не только война идет на поле боя, но война идет в информационном пространстве за души и сердца. Победим в душе, за души и сердца, вне сомнения, победим все остальное. Поэтому мы на одном фронте. Dякую. Oldu dostlar, sağ olun. İnşallah Pan Yaroslav deməli məşhur iqtisadçıdır. KGB-nin Kidzinin dostudur. Margaret Thatcher'la görüşən insandır. Ümumiyyətlə çox maraqlı bir insandır. Dediyim kimi 2010-cu ildə Belarusiyada prezidentliyə namizəd olub. Təmiz bir insandır, dostumuzdur. Belə tez-tez görüşürük, danışırıq. İndi sağ olsun ki, bizim kanalla işləməyə, yəni özünün müəllif proqramlarına söz verir.
Дякую, пане Ярослав. Дякую. Давай, прошу.